вечер. Светик Хелшин, с вами снова Лера. Так, друзья, у нас, конечно, уже поздновато для такого ужина, тем более. Но вы знаете, что когда в доме мужчины, им никогда не поздно ни мясное, ни жареное, никакое. И сегодня мои мальчики, вернее, даже не мальчики, а Ибрагим, захотел чебуреков. Хотя не то, что сегодня, он их у меня просит уже второй-третий день, но я как-то, у меня другие, ну, что-то другое готовлю, не получается их сделать. Но сегодня он меня уломал. И сегодня будем делать чебуреки. У меня немного теста, еще с галушек оставшиеся позавчера, которую я готовила. Фарш как раз был размороженный. Ну и решила сегодня сделаю чебуреки. Ну и заодно и с вами поговорю, как всегда. Так, сегодня у меня без Аишки вообще скучно, конечно. Вы знаете, что она у меня уехала уже еще вчера. И в действительности без девочки скучно, конечно. Сегодня ничего не делала, мои хорошие, только целый день отдыхала. У меня сегодня тоже выходной настоящий. Так, не хочу мясорубку ставить. Сделаю сразу на терке натру и все. Так, значит, сегодня моих мальчиков не было дома целый день, вот сегодня и выходной, но их не было, мужчин дома. Мы были с мамой только вдвоем. Я ничего не готовила, просто разогревала, что есть. Супчик маме разогрела, и у меня были вареные говяжьи ноги стоят, они превратились в холодец. Я так кусочек отрезаю и грею, или маме, или себе. Я, правда, поела холодное, а маме подогрела, чтобы, ну, я из-за руки ей это делаю. Она холодец не любит, и я холодец не люблю, если честно. И вот так вот сегодня так перебивались. И на ужин тоже не хотела ничего готовить, но мальчики настояли на этом, потому что у меня был и суп, у меня оставалось еще и я картошку жарила вчера, тоже оставалось, но они не хотят доканчивать. Все-таки Ибрашка уломал меня, хотел чебуреков. Ну ладно, думаю, раз тесто немножко есть, сделаю. Занимать боком, все равно шумно. Ой, друзья, какой лук жгучий. Значит, у меня тут килограмм фарша. Ну, вот такие 2 луковицы я добавлю. Можно было даже еще одну. Чем больше лука, тем сочнее. Так. Надо мне силиконовые лопаточки купить, никак не поеду, не куплю. Так, посолим по вкусу, поперчим. Красный перец, черный перец. Так, признаюсь вам, маме я уже сделала, ну, видимо, это уже не чебурек получается, чуду, испекла его. Не пожарила, а испекла уже сделала, она уже поела, потому что ей поздно у нас нельзя кушать, и поэтому и жареная я ей стараюсь ее соблюдать диету ей. Она как-то пришла, кому-то жаловалась, не знаю кому, что очень давно хочет лимонад. И типа мы ей не даем лимонад. Я вот не помню, кому я ей говорю, мама, почему ты говоришь, что мы тебе лимонад не покупаем? Она говорит, я же не сказала, что вы не покупаете. Я говорю, сказала, что вы мне не даете, не разрешаете пить. Потому что газированное, ну я ей запрещаю пить газированное. Я говорю, когда ты очень хочешь, скажи, я тебе разрешу. Почему нет? Я же не на такой строгой, я прям диете тебя держу. Смеялась с нее. Купили ей лимонад. Ну, любит она лимонад, правда. У нее поджелудочные проблемы и с желчным пузырем проблемы. Поэтому и, в принципе, и с желудком тоже. Ну, взрослый же человек уже. Поэтому я стараюсь ей все-таки газированные напитки, чтобы она не пила. Покупаем ей соки просто. Но она почему-то вот именно... Обычно же как мы обычные, что нельзя, хочется. Вот ей именно хочется, что ей нельзя. Так. Значит, я добавлю сюда, у меня как раз есть бульончик, добавлю бульон. Можно воду добавить, кто не хочет бульон.
или у кого нет бульона. Жира, правда, добавила не очень много, но не мешает чебурекам и жир, конечно, для сочности, для того, чтобы было вкусно. Ну, Паша будет много, мне столько не надо будет сегодня. Завтра что-нибудь или манго, или что-нибудь слеплю. И действительно, я целый день отдыхала. Ничего не делала, общалась со своими подписчиками, со своими друзьями. Ну, лук жгучий. Отдыхала, короче, довязала половинку безрукавочки Аишкиной. Не знаю, как она получится, не помню, все-таки еще нормально, не могу вспомнить, как и что. Терпения не было поискать, там у меня были записи, книжка где-то. YouTube что-то тоже не лазила. Ну так, наугад, вроде бы ничего, получится, посмотрим. По крайней мере, носить дома для нее безрукавка, я надеюсь, получится. Погода у нас, наверное, из-за погоды еще все-таки немножко у меня хондроз, видимо, обостряется. Немного болит костная система. Все-таки косточки болят мои. Сегодня у нас погода такая, знаете, не очень-то благоприятная такая. Вчера снимала, я вам говорила, было солнышко, тепло, как будто весна такая ранняя. А сегодня погода такая, как будто, ну, мороза нет, снега нет, небольшая моросня, ну прям действительно. И вот не знаю, целый день такое впечатление, что не день, а вечер. Пасмурно вот так вот. И, наверное, поэтому и косточки болят. Вот так вот. Так, у меня тут стакан стоит, и Дашка чай пил. И он шатается. Мы с Ибрагимом почти полчаса, наверное, сегодня ставили стол так, ближе, дальше. Но никак не получается нормально поставить, чтобы телефон был поближе и было слышно. Потому что, друзья, вы даже вот сегодняшний ролик, который вышел, говорите, что плохо слышно. И поэтому хотели как-то поближе, но не получается никак. Надо будет купить еще один штатив, который поменьше. Или микрофон. Что-то надо делать. Так, сколько у нас получится? Как раз. Вот так, вот так. Насчет... Я вспомнила, когда здесь начала, думаю, про чебуреки. Я же на работе. Я, ну, в основном, может, знают все в основном, но некоторые не знают, что я тоже работала последние 3 года. Работала поваром в кафе. Ручным поваром. И вот именно чебуреки, потом почему-то я не любила их лепить. Потому что просто, знаете, как не любила, когда, особенно не любила, когда 2 заказа вместе. Даже 3 заказа вместе. Ну, один и тот же заказ, не вместе, один и тот же заказ за один и тот же столик, но 3 разных блюда именно мучных. Это все-таки, конечно, сложно, надо сделать, чтобы там, например, лепешки с творогом, чебуреки, или хынгл делают с тыквой лепешка, или что-нибудь такое, тоже, опять же, мучное. И все это же надо, чтобы оно было горячее одновременно, потому что подается одновременно. Или пирожки там с чем-то надо было вот делать. И тогда бывало сложновато, потому что все-таки чебуреки лепить немного время тратится. А сами знаете, что когда ты заходишь в кафе, ну, даже по себе могу знать, что не хочется долго ждать, хочется, чтобы быстрее. Но такие же блюда готовые не стоят, их не разогреешь, их надо делать свежими. И поэтому вот это раскатывание чебуреков меня немножечко угнетало на работе. И вспомнила про работу. Меня несколько раз спрашивали про работу, и в прямом эфире спрашивали, но я пропустила, не ответила. Насчет той работы, которую я ходила смотреть, если честно, я ни да, ни нет там не сказала, но, скорее всего, будет нет, потому что все-таки
ездить далеко, и сыновья мои не соглашаются. Вообще-то сыновья вообще не соглашаются меня на работу отпускать. Но тем не менее, мне бы хотелось, не то, что просто так бы хотелось на работу, но необходимость у меня такая, что нужно выйти на работу. И поэтому жду пока вот ту работу, которую мне предлагали здесь, в нашем селе. А там еще делается помещение, правда, не знаю еще. Не закончили делать помещение, в котором я должна работать. Ну, может быть, буду работать я или кто-то, я не знаю. Поэтому вот насчет работы я вам уточнила. Вот так вот. Ну, на работу меня позвали и в то кафе, в котором я работала. Тоже было предложение. Но туда тоже не хочу. Друзья, там очень сильно я уставала, потому что заказов много. Я уставала, я нервничала. Потом еще домой приходила уставшая. Мне надо было и по дому много чего делать. И поэтому туда все-таки не хочу. Клиентов в этом кафе бывает много. Ну, в принципе, потому что, наверное, и готовят там хорошо. Кафе рядом тоже очень много кафе. Но все равно вот туда приходили люди, и мы, повара, все-таки уставали немножко. Хочу погромче говорить, но все равно ухожу на низкий тон. Так, надо будет что-то подложить, чтобы доска не каталась. И знаете, я как делала на работе, вот когда есть там, ну, был заказ 5, 6, 10, бывали даже заказы, что и 15, и 18 чебуреков сразу, и 25. Сначала вот так вот раскатывала лепешечки, не закладывала начинку, собирала лепешки, даже подложила, все равно она у меня что-то шатается. И потом только начиняла. И сегодня также сделала. Сначала налеплю лепешки, а потом начинку сделаю. Ну, чебурек сделаю. Вот так вот, дорогие мои. Как у вас дела? Смотрю, в большинстве регионов снег такой, прям завидую, как бы хотелось тоже снега. Себе тоже, наверное, один чебурек я испеку. Не буду делать, ну, жареное не буду на ночь. Я обязательно сегодня прогуляюсь. Хоть и сыра, хоть и что. И все-таки немножко погуляю. Сегодня действительно ничего не делала. Отдыхала. Вот такой вот воскресный день у меня. Так, тесто, друзья, не сказала про тесто. Тесто у меня на вот все это одно и то же, универсальное. Оно у меня есть на канале, если кого-то интересует, то, ну, я и так скажу, на 2 килограмма муки, литр воды, столовая ложка соли, столовая ложка соли, сахара хотела сказать, и где-то 1/3, даже можно и полстакана, ну, 1/3 стакана 150-граммового подсолнечного масла и холодная вода. Все, ни яйца, ничего сюда больше не надо. Так, все, одна пошла. Вот так вот, друзья. Вот такие пироги. Так, друзья, вот как видите, раскатала я наши лепешечки для чебуреков. Теперь буду их забирать. Поставила на сковороду с маслом сразу же разогреваться, потому что масла нужно много, и чтобы оно было хорошо раскалено. И сейчас будем лепить чебуреки. Так, друзья, у меня сегодня спрашивали, разговаривала сегодня со своей подписчицей, ну и просила меня рассказать, как выходили мои дочки замуж. Не знаю, я даже не знаю, как об этом рассказывать, поймут ли меня, не поймут ли меня.
Но старшая моя дочь вышла замуж без моего разрешения. Поэтому я вчера говорила в своем блоге, что мужа своей старшей дочери я видела, знала, потому что мы вместе работали. Вот. Да, друзья, мы вместе работали. Они тогда были арендаторами, сажали земли. И я у них в это лето работала, собирала огурцы. А по субботам и воскресеньям моя дочка училась в колледже, она приходила тоже со мной на работу. Там они познакомились. И уже осенью, даже поздней осенью, где-то в ноябре, был праздник Ураза-Байрам, на 4-й день этого праздника. Они сговорились, видимо. Я ни сном, ни духом ничего не знала. Она вышла за него замуж вот так вот. И как бы тогда у нас это делалось, разрешалось. Сейчас нет, сейчас такие хорошие законы. Мне это очень понравилось, когда у меня была уже вторая дочь, выросла. Потому что украсть ее уже никто не мог. Если сейчас украдут девушку, то у нас возлагается большой налог, там 200-300 тысяч нужно отнести в мечеть, положить. И в любом случае, согласна она или не согласна, то девушку возвращают обратно. А потом уже, если родители согласятся, то уже мирным путем должно это делаться. Если родители не согласны, и тем более девушка, если не согласна, конечно, свадьбы не будет. Вот так вот. А раньше, и в мои времена, еще во время, когда моя дочка старшая выходила замуж, тогда такого жесткого закона не было, чтобы нельзя воровать. И поэтому нет-нет, у нас все-таки уходили, женились без согласия родителей. Ставили перед фактом, что вот они привели невесту. Могли не знать ни родители жениха, ни родители невесты, что они женятся. Украдут ее. Женятся. Вот так вот. Старшая дочь вышла вот так вот замуж. Вот когда выходит вот так вот замуж, то раньше это так было, и моя сестра тоже так же вышла замуж, если честно, то чемоданы носит. Знаете как, вот она вышла замуж, ее украли сегодня, например, через 2-3 дня уже родители девочки покупают все, что ей там нужно. Но Колым все равно дается, как обычно у нас, в разные времена. Колымы были тоже по-разному, сейчас одно, раньше было другое. Вот они, приезжают старики, вот она ее украли, приезжают старики с его стороны, договариваются с родителями девушки. Но если так категорически девушка не согласна, конечно, и раньше тоже возвращали. Например, моя дочка сказала, что согласна, и осталась. Вот. Что еще? Просто очень интересно все наши законы, поэтому я рассказываю. Что еще я хотела? Как это самое происходит. Вот везут, в чемоданах везут ей там постельное белье, полотенце, все, что нужно там. Зубная паста, щетка. Что нужно женщине первое время хотя бы. Потому что через месяц только ее привезут обратно к родителям. Проведать родителей только где-то через месяц, самое раньше. Это было раньше, да. И поэтому все, что ей необходимо, обувь, одежда, все, что нужно женщине, родители покупают и везут. Конечно, и со стороны и родителей мужа, и свекр, кто там есть, тоже ей покупают, на первое время, например, все, что ей нужно тоже. Но все-таки родители девушки покупали все, что ей нужно сами, в основном. И я тоже отправила также чемоданы на 3-й, то ли на 4-й день, я не знаю. А потом уже через месяц приводят ее к родителям, проведать родителей, приезжают знакомиться. Уже потом родители девочки собирали приданое для нее. Вот она приехала, там покупалась, если покупается мебель, то мебель, стиральные машины, все, что нужно, пылесосы, гладильные доски, утюги, все, что нужно женщине в доме, покупал с родителями девочки. И практически и сейчас так же.
Вот. Вторая дочь моя вышла замуж, конечно, ее засватали. Не украли, а засватали. Тогда не было. Уже был выпущен закон, что воровать нельзя. Все такое. Ну, вот они там, у нее был брат ее подружки, они там, не знаю, познакомились. Правда, не общались, ни разу не общались, просто он ее увидел и начали к ней свататься, и засватали ее. Да, тоже дали там Колым, ну, не буду озвучивать сколько, как, но хорошие деньги не дали, если честно, по тем меркам. Она уже замужем 4 года, по-моему. Вот. Ну, и ее тоже мы все приготовили, покупили ей и мебель, и стиральную машину, и пылесос, и утюг, и гладилку, и одежду, и обувь. Ну, все, буквально все, друзья, покупается родителями девушки. Но, конечно, помогают родственники, делают. Ну, не подарки у нас дарят, у нас сейчас просто деньгами, деньги дают, дарят деньги на свадьбу. И поэтому родственники наши тоже очень хорошо помогают. Если бы не родственники, конечно, мы бы не справились так. Вот. А сейчас у нас вышел закон такой, что воровать нельзя. Не сейчас, а вышел уже давно, что воровать девушек нельзя. Если у нас сейчас украдут девушку, то возлагается такой вот, ну, типа налог или штраф. Должны заплатить 200-300 тысяч сторона жениха, если украла девушку, за то, что он ее украл. И эти деньги кладутся в мечеть, ну, на нужды там нуждающихся. Это я не знаю уже куда. Это распределяют уже вот мечети, кто этим заведует. И поэтому сейчас у нас девушек не крадут. Если даже вот если украли, даже если она согласна, по ее согласию, даже если украли, то все равно девушку возвращают обратно домой, все равно выплачивают этот штраф. Но потом, если вдруг уже как-то уже начинают старики ходить, там, ну, типа просить руки, получается, этой девушки, если уже родители согласны, родители девушки согласны, то уже и ну, нормально засватывают. И как обычно у нас происходит, она выходит уже замуж. Вот такие вот. Вот такие у нас законы, обычаи. Не знаю, конечно, некоторым покажутся очень странными, но как есть. Так. Ну вот эта подписчица всегда говорит, что будет интересно, расскажи про это, расскажи про то. Причем в личку я ей это и не рассказываю. Она говорит, действительно мне так подбрасывает идеи, о чем бы можно было рассказать и что бы можно было бы так поговорить, потому что, ну, она тоже русская, и она говорит, мне интересно, если мне интересно, то, конечно, и другим будет интересно. Вот так вот. Еще у нас, знаете, что делается, когда рождается у девушки первый, ну, у моей дочери, например, первый ребенок, то родители мы, значит, полностью покупаем приданое для этого ребенка, для первенца. Без разницы, девочка родилась, мальчик родился. Это покупается кроватка, ходунки, манежи, ну все, что нужно ребенку. Одежда, что зимняя, что летняя, что на вырост. Насколько позволяет кошелек родителей, короче. Иногда выходит, конечно, даже у некоторых там большая сумма покупается, даже мебель детская. Ну, это, конечно, могут не все себе позволить. Вот так вот покупают. Например, моей старшей дочери моя мама даже золотые сережки привезла. И сейчас это делается. Золотые сережки, если девочка. Такие машины большие детские покупают, если там мальчик родился. Что там у них? Манежи, ходунки, кроватки, стульчики, вот эти, как они у вас, как они у них называются, для того, чтобы там ребенок кушал. Короче, все это собирается. Раньше это все собиралось, и несколько девушек ходили туда, где вот, ну, у кого, ну, к своей сестре, получается, двоюродные сестры, родные сестры. Но сейчас немножечко это упростили, туда в гости не едут. Просто когда уже
ну, женщина, ну, невестка, получается, ну, дочка, например, моя, начала все путать. После рождения ребенка первый раз приезжает. Если получается, конечно, как только она приедет первый раз, то обычно с ней же отправляют все приданое, когда она обратно уезжает. Но если не получается, то можно и попозже, там, через месяц, два, три, как получается. Например, я не смогла сразу отправить ей это. Даже потом не смогла все вместе отправить. Я покупала по мере необходимости. Вот сегодня купила, например, манеж, ходунок, потом еще что-то. Ну, костюмчики, одежду мы, конечно, ей не покупали. Они сами своего ребенка, в принципе, обеспечивали. Потому что, ну, у меня такое положение, во-первых, было, что не могла я им сразу все позволить купить. И это тоже ничего страшного нет. Все нормально. Вот так вот, друзья, вот такие у нас обычаи. Видите, чебуреки налепила и с вами поговорила, и о обычаях рассказала. Вот так вот. Сейчас такой у нас закон вышел, что мебель должен ставить парень, ну, родители парня уже, чтобы девушки не возили мебель. Но все равно некоторые девушки все-таки везут. Типа они говорят, что ну, им могут поставить мебель не ту, которая им нравится, или дешевую. И поэтому все-таки хотят, чтобы мебель они повезли сами. Некоторые везут сами, некоторые нет. Например, мои сыновья, даже этого закона не было. Мой сын сказал, что мне никакую мебель не привезут. Почему это она должна мне привезти мебель? Вот так вот. И такие вот у нас происходит. Друзья, так, масло накалилось еще как, пока с вами разговаривала. Так. Сейчас будем жарить наши чебуреки. Так, масло слишком даже раскалилось. Сейчас положу салфетки на тарелку. Первый пошел, второй пошел. Так что теперь мне надо покупать мебель. Когда женятся мои три сына. Покажу вам первые, и потом уже все готовые. Не буду вас задерживать. Вчера Ариша, пока я тут разговаривала, так смотрела на меня с любопытством. Ей было странно, с кем же моя бабушка так разговаривает. Вроде бы никого в комнате нет. Так, друзья, и как видите, чебуреки мои готовы. Смотрите, какие получились они. Пышные, сочные, прям сок даже вытекает. И очень тонкие. Это очень такое тесто хорошее. Если честно, чебуреки у меня получается, конечно, хорошие. Я работала в кафе в Назрани, а с Магаса даже, это далеко все-таки, на обед заказывали именно у нас в кафе чебуреки.
потому что они мне нравились. Так, себе я запекаю. Как видите. Ну, это получается уже чудушки, наверное. Потому что я все-таки жареное на ночь не хочу. Так, чай тоже заварила. И будут у нас с чебуреками солененькие помидорчики. Так. Друзья, а пока я лепила чебуреки, посмотрела там комментарии, там у меня вопросов накопилось, что еще один ролик будет про то же самое, что и, ну, продолжение типа этих обычаев. Я вижу, всем нравятся обычаи, так что следующий ролик будет уже продолжением всяких разных наших обычаев, мне кажется. И я очень люблю зеленушку, которая в этих помидорах, огурцах. Так. Сейчас уже даже сейчас горит у меня. Чуть не сгорел. Так, чуть не сгорел мой чебурек. У нас раньше говорилось, когда, ну, и сейчас говорится, когда вот что-то вот такое вот, ну, чуть-чуть пригорает, что если съесть это пригоревшее, то будешь смелым. И как-то еще мой пацан был маленький, второй был, ну, не маленький такой, но, ну, пораньше, чуть-чуть пораньше. И я как-то что-то тоже, то ли лепешку, то ли, не знаю, то ли Ольга, что-то вот так вот слишком передержала. И поставила им, я говорю, будьте смелыми, давайте ешьте. Он смеется и говорит, это раньше, говорит, вы были дурные. Для того, чтобы это не выбрасывать, мол, взрослые говорили, чтобы лучше съели, а то, ну, пережаренное же не съедается же. Вот так вот обманывали, говорит, детей, чтобы они их съели и не выбрасывали. Слишком пережаренное. А сейчас, говорит, мы умные, мы не будем это есть, из-за этого смелым не будешь. Так что я хотела сказать смело, я буду горелый подъем. Это тоже такой вот, ну, притча такая наша. Ну все, друзья, больше не буду задерживать, сейчас приберусь и быстро их накормлю, потому что действительно уже поздновато. И мои еще мужчины любят вот этот вот рассол пить. У меня почти никогда не остается рассола в помидорах. Заканчивается и рассол, и помидоры одинаково. Ну вот так, друзья, сегодня провела с вами вечер. Целый день действительно, если не было настроения, а к вечеру с вами разговариваю, как будто бы действительно вы меня сидите перед экраном, тут как будто бы я вас вижу, развеселилась немножко, развеялась. Не знаю, как вам было со мной, с вами мне интересно. Ну вот как-то так, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Как-то так.